Власти Крыма анонсировали иск к Украине на 10-20 триллионов рублей, то есть 137-274 миллиарда долларов по нынешнему курсу. Об этом сказал в понедельник, то есть сегодня, оккупационный заместитель председателя так называемого парламента Крыма Ефим Фикс. Буквально на следующей неделе будем проводить мероприятия, связанные с подготовкой иска по водной блокаде, которую осуществляла Украина. Сейчас считаем ущерб. Это где-то, на наш взгляд, между 10 и 20 триллионами рублей. Должны выйти на эту цифру. Политический аналитик, юрист Андрей Вегеринский с нами сейчас на прямой связи. Пане Андрею, витаю вас. Ассаляму алейкум. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Куда они будут подавать этот иск? Московский городской суд. Ну или в Ростовский. Ну, смотрите, в пределах юрисдикции судебных органов Российской Федерации они могут подавать, в принципе, куда угодно. А в пределах международной юрисдикции, ну, соответственно, они столкнутся с одной очень важной проблемой – ненадлежащий истец. Ну, потому что никто, ни одна цивилизованная страна, и самое главное, ни один международный суд, который работает так или иначе под эгидой любой, ну, той или иной международной организации, он не признает суверенитет, ну, самопровозглашенных органов власти и, соответственно, республиканский их статус в составе Российской Федерации. Ну и, соответственно, этот иск принят не будет и рассмотрен тем более. Ну, это такая бесперспективная история, да? Ну, мне кажется, это более чем очевидно, что это бесперспективно. Но степень пропаганды и примитивности пропаганды, которая существует в Российской Федерации, он, в принципе, знаете, если есть это дно, то оно с каждым разом становится все глубже. Я не могу найти для себя аргументов юридических, ну, даже не важно, в какой правовой системе мы живем, при которой этот иск имеет шансы быть не то чтобы удовлетворенным, рассмотренным, а просто принятым. Вот и все. Поэтому ну о чем говорит вообще тогда вот эта теза, которую они озвучили? Свидетельствует ли это о том, что сегодня оккупанты реально уже не справляются с дефицитом воды в Крыму? Нет, это политическое заявление, оно абсолютно находится в стороне фактической проблемы, которая касается водоснабжения. Если мы говорим о социальной составляющей для внутреннего пользователя, то есть для местных жителей Автономной Республики Крым, это скорее заявление, которое для слабых умов призвано, ну, скажем так, обострить чувство ненависти, неприязни по отношению к территориальной континентальной Украине, которая находится под контролем официального Киева. Это психологический, социальный аспект. С точки зрения всех остальных нюансов, которые связаны с водоснабжением, этот иск не приведет к его возобновлению. Ну, вот и все. То есть преследуется как минимум две цели. Политическое — мы что-то делаем. Второе — мы обращаемся в суд. Суд блокирует рассмотрение, соответственно, международные суды, в которые мы будем обращаться. Видите, они заняли позицию негуманную, соответственно, им нечего доверять, соответственно, ну и все остальное в типичной для путинской России риторике о том, что весь коллективный Запад все свои действия и концентрацию внимания направляет на то, чтобы разрушить прекрасное великое имперское государство. Ну, знаете, все настолько уже, противно, все настолько архаично, все настолько приторно в информационных пропагандистских акциях, в том числе